Oğlum İnsaf, kızım Zile, oğlum İlfar, İlyas, İlfир, кішкенесі. Неде уларым, ошабаларыз. Как порадовать любимую маму, если единственное, что ты хорошо делаешь на кухне, это ешь? Из 5 детей у Гузель Габдрахмановой 4 мальчики. В этом поистине мужском царстве самый хрупкий цветок вдруг оказывается самым прочным. Подъем в 5 утра, а вот сон наступает только в час ночи. Мен инде самая счастливая мать деп саныйм өзümне. Шундай медаль алгач инде. Дети бер кемгә дә авырлык китерми инде бал. Алар бит инде бәхет җимешләре. Жизнь для других, вероятно, уже впиталась в кожу сознание этой женщины. Сначала она сутки работает поваром в доме-интернате, ухаживает за пожилыми, а уже по возвращении за юными и родными. И хоть взрослые дети давно помогают, нельзя не заметить, кто в этом доме несущая стена, без которой все рухнет. Апа, парапсида? А это уже со старшим. Во время интервью мама подсказывает нужные слова. Наша семья большая команда. Мы все делаем вместе. У нас нет раздельных работ. Дружба была проверена неоднократно. Семейные фестивали, спартакиады, соревнования. Когда вас так много, невозможного мало. Как и в Гузель, эти женщины тоже создали целую спортивную команду. Миляуша Каюмова своих 5 детей планировала, чтобы как в кино, в большом доме большая семья по большой любви. Чтобы была большая семья, чтобы мы собирались большим кругом, за столом. Всяко бывало, конечно, хулиганили, жили тогда в маленьком домике, они в окошко вылезали, когда нас дома не бывало, родители, когда на работе. Всяко бывало, конечно, но очень дружные. А вот Зульфия Зиляева о своей будущей великолепной семерке заранее не думала. Зачем, когда на работе 20 малышей? Воспитатель в детском саду все успевает, тепла хватит на всех. Где-то когда-то что-то надо уступать. В данном случае вот уступать, надо быть сдержанной, смелой и иногда доброй. Иногда, да, иногда доброй. Доброй быть и немножко что строгой, да. Как и большинство, женский персонал Дербышинского дома-интерната принимает подарки, поздравления и поцелуи. Только здесь им достается в несколько раз больше, чем многим другим. 154 ребенка на данный момент. Некоторые уже попали в семью, причем в семью тех самых людей, которых видели каждый день – воспитателей, медсестер и санитарок. Когда видишь ты результат работы своей, когда ребенок уже аукается, это уже как бы бальзам на душу. В пандемию пришлось сложно всем соцработникам, сутками в изоляции, одной большой семьей. Может быть, поэтому дети попали в семьи работников интерната. Тему семьи на неделе затронул и президент республики на встрече с женской половиной СМИ. Большая часть разговора посвящена детям. На повестке дня школьное питание, образование и, самое главное, поддержка – льготная ипотека. Татарстан будет работать над тем, чтобы ставку в 6,5% не только сохранить, но и снизить. Мы же обязаны обеспечить жильем. Мы говорим, у нас демография отрицательная. Конечно, отрицательная. Молодая семья шансов не имеет купить квартиру. Шансов не имеет. Надо всеми путями арендное жилье. Это низкая ставка. А вот количество школ и детских садов на периферии необходимо повышать, отметил президент. Вынужденные поездки в город и, как результат, томительное ожидание в многочасовых пробках. Когда мы осваиваем какую-то территорию, мы должны ее рассматривать как комплекс. Там необходимо, чтобы и детские, дошкольные, школьные, медицинские учреждения были. Мы вот эти агломерационные жилищные комплексы строим, а по большому счету все жители с утра встают и едут в город, вечером обратно. Нам надо создавать индустриальные парки, технопарки, там любые формы.
Доступность школ, но и доступность чиновников на местах. Речь пошла и о школьном питании. Когда главы районов лично будут приходить в школы и пробовать, отметил президент, все проблемы решатся сами собой. Стыдно, когда закупают там некачественные продукты. Стыдно, когда там готовят, а дети не кушают, а 50% пищи выбрасывают. Ну, это очень плохо. Поддержка детям как поддержка матерям. А что же сами женщины, которые часто в стремлении добиться равноправия с мужчинами остаются все же символом нежности, изящества и обаяния? Вот здесь все награды вручают мужчины и не перестают удивляться красоте и обаянию номинанток, которые занимаются тем, что традиционно называется «не женское дело». Главный критерий – это профпригодность и умение там выполнять свою работу. Это реально так. И специально никогда не искал там работника женщины или мужчину. Мы, когда смотрим, просто смотрим, кто бы мог на этой позиции быть для нас полезным. Диляра Исупова, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней.